Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на вас, на то, о чем шепчутся люди за вашей спиной. Если не боитесь узнать правду, если вас это интересует, пожалуйста, присоединяйтесь к моему сеансу. Просто загадайте на себя. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! Вас тут в колдовстве обвиняют. Вы знали об этом? Шепчется, что вы ведьма, что вы гроза всех мужиков, раковая женщина. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ужасные вещи творятся за вашей спиной. Послушайте, практически все женщины, которые вас окружают, может быть, там за очень редким исключением, прям самых-самых близких девочек, женщин, да, которые, либо дочь, мама, самая близкая подруга, все думают, что вы не иначе как ведьма, что вы мужиков гипнотизируете, привораживаете, привязываете к себе вот просто одним взглядом. Вы, кстати, очень популярны. Вот. Вы знаете об этом? Вы очень популярны. Ужас какой-то, надо же такое говорить. Здесь вам в кровать подложили, просто всех и каждого, да? Любого мужчину, с кем вы не просто поговорили, да, мимо прошли, его уже укладывают к вам в кровать, что якобы он ваш любовник. Все, ваш. Ужас, просто ужас. Кстати, женщины вас очень боятся. Они очень боятся, что вы уведете у них мужчину. От вас прячет своих мужчин женщины. Может быть, вы замечали, да, когда вы кого-то встречаете из знакомых, и женщина так грудью, значит, мужичка своего так закрывает, от вас прячет, не позволяет ему с вами контактировать. Ой, страшные вещи. И правда, вы очень красивая женщина, очень такая самостоятельная, независимая. У вас искры в глазах. Да, жизнь у вас нелегкая. Но при этом вы всегда за собой следите, всегда просто шикарно выглядите. Может быть, у вас и нет денег на какие-нибудь там люксы, бренды, но вы обладаете врожденным вкусом. Вы хоть, знаете, мешок на себя оденете, вы будете выглядеть в нем просто шедеврально. Такая вы, понимаете, вы от природы шикарная женщина. У вас порода чувствуется. У вас явно есть голубая кровь. То есть какие-то аристократы, люди там высшего сословия. Да? Вот что-то есть, понимаете? Непростой вы человек, непростой. Мужики от вас действительно балдеют. Балдеют от того, что вы сильная, от того, что вы на мир смотрите с какой-то улыбкой такой, знаете, улыбкой Моны Лизы. Как будто бы все знаете, про всех все знаете. Чувствуется у вас это женское начало и женская магия, женская сила. Очень нравитесь мужикам, мужики действительно вами восхищаются, своим женщинам ставят вас в пример. И понятно, что на этой почве рождаются такие сплетни, такие слухи. Что поделаешь, вот такая вы красоточка, да, вот такая вы уникальная. А те женщины, которые вас окружают, видно, они прям совсем уже какие-то скудоумные. Вместо того, чтобы себя хоть немножечко в порядок привести, да, подойти к вам, да, спросить какие-нибудь советы по уходу, по стилю, да, они придумывают такие гадости, бесятся, значит, да, от злобы бесятся, не хотят ни учиться, ни развиваться, ни меняться, а просто злобствуют. Не повезло вам, конечно, с окружением. Вас бы, да в другие условия, у вас, конечно, все по-другому бы сложилось в жизни. Но что поделаешь, вот такой ваш жизненный путь. Так, еще
Про вас говорят, что вы манипулятор. Да, так и говорят, что она гипнотизер, либо манипулятор. Смотрите, вы человек очень грамотный, даже если вы не заканчивали там каких-нибудь там супервузов, не получали там докторскую степень, вы интеллектуально очень развиты, вы очень сообразительны и вижу, что начитаны. Вот именно у вас какая-то база, да, база знаний, из которой вы постоянно черпаете, и это вам всегда по жизни помогает. Правильно аргументируя свои просьбы, свои, например, вопросы, свои предложения, вы всегда добиваетесь своего. Вот. Ну и опять же, глупые люди этого понять не могут. И опять же приписывают, что вы умеете гипнотизировать, либо манипулировать. Хотя это не так. Вы просто грамотно подходите к важным вопросам. И поэтому так, вот, можно сказать, легко, вот со стороны кажется легко, на самом деле это нелегко, но вы все решаете. Вы везде можете договориться, вы везде можете себя отстоять. Вот это тоже есть. Так, еще говорят, что вы как будто бы не от мира сего. Уж слишком вы выделяетесь на фоне других людей. Очень выделяетесь. У вас душа очень светлая, очень чистая, и вообще вы очень такой положительный, добрый человек. Вас невозможно соблазнить, искусить. Да, вы, ну вот кто-то из вас прям очень верующий человек, да, живете по заповедям, по Божьему Слову, по Божьему закону. Вот. И понятно, что это тоже не нравится. Не нравится, да? Не нравится, что вы такая вот чистая, что вы такая вот святая. Вот это не нравится. А то, что люди не любят, что они делают? Правильно, хотят обгадить, осквернить, да, испортить. Вот и приписывают вам всякие такие вот инопланетские штучки, да, что вот, дескать, прилетела она там с Венеры, да, и наводит свои порядки. Не любят. Ну что, не любят. На работе тоже, смотрите, про вас говорят, что вы выскочка. Хотя с чего вы выскочка, если вы просто человек с талантом, профессионал, который не боится работы, который не боится брать на себя ответственность. Вы просто замечательный сотрудник. А вот такие, знаете, непонятно, как на работу пролезло это существо, непонятно, чем за ту работу держится, но при этом позволяет себе высказываться по поводу вас, что вы якобы выскочка. Неправда. Кстати, ваши руководители, ваши начальники очень прекрасно понимают, кто вы есть. И что таких профессионалов днем с огнем не найти. Вот. Да, все они прекрасно понимают. Просто что они немножко ушлые ребята, это уже другой вопрос. Это уже как к сожалению, да, так случилось. Вот. Замечательно вы работаете. У вас, кстати, есть предпринимательская жилка. У кого-то более развита, у кого-то менее выражена, но все равно талант к этому есть. Если вы когда-нибудь решите заняться своим бизнесом, у вас получится, вот реально получится. Вы и интуитивно чувствуете, и плюс железная логика, логические умозаключения, вы улавливаете нужную информацию из социума. Да, получится, все у вас получится. Так, по поводу вашей семьи. Ну, семья в широком понимании слова, да, ваши родственники. Здесь как-то поделились люди. Есть те, которые души вас не чают, ну, просто вот вы ихняя радость, ихняя гордость, самая дорогая, самая любимая. И есть те, которые постоянно пытаются вот как-то принизить вашу значимость, принизить ваши таланты, занизить даже, да, не принизить, занизить. Люди, которые... Но опять же, тоже зависть какая-то чувствуется, и агрессия почему-то чувствуется в вашу сторону. Хотя вы никому ничего плохого не сделали. Вот для своей семьи, для родственников вы последнее отдаете. Вы даже в ущерб себе что-то делаете, да, в ущерб своим интересам. И все равно им не то, и все равно им не так. Но есть такое, к сожалению. Особенно вот пришлые родственники, да, например, там жена брата, либо, может быть, там невестка, да, либо заловка, свекровь, да, вот они прям особенно бесятся, когда о вас думают, либо о вас начинают говорить, прям из себя выходят, такие, на эмоциях, такой агрессию, на агрессию, ой, как вы могли там про нее вспомнить, это же ужас, ужас, да, зачем вы про нее вспоминаете, зачем вообще мы про нее говорим?
Злобствуют, злобствуют. Кстати, кому-то очень не повезло с свекровью, не знаю, настоящая это свекровь, либо бывшая свекровь. До сих пор, вот знаете, в любые уши жужжит про вас, что вы прям такая поганка, что вы бедному алкашу сыночку жизнь испортили, что он из-за вас спился, что вы его, видите, там использовали как могли, ее бедненькую обобрали, еще и порчи попортили. Да, вот прям рассказывают. На нее люди смотрят как на сумасшедшую, да, у виска крутят и дальше проходят. А она прям расходится, она прям на вас гадость льет. А вы знаете, почему это произошло? Мне четко показали, она ревновала очень сильно ревновала своего сына к вам. И это именно она испортила ваши отношения и довела, например, до развода. Либо довела до того, что вот мужик пьет. Да? Но вы ему там запрещали пить, ругали его за то, что он пьет, а он шел к ней, она ему наливала. Говорю, сыночек, мой хорошенький, тебя обидели, на тебе стопарик, да, пропусти 100 грамм, успокойся. Вот такое. Даже деньги я вижу. Ах, давала. Ну ничего, ничего, это все ей посчитается. Девочки, все посчитается. Так, еще, что говорят о вас? Вот кто-то говорит, что у вас талант большой есть, талант, который вы не раскрыли. Что-то вы умеете, что-то вы знаете, но чем-то вы не занимаетесь. И вот кто-то об этом знает и говорит об этом, что вы очень талантливый человек. Это хорошее говорят. Если вы, девочки, чем-то занимаетесь, например, делаете ногти, вяжете, шьете, но делаете это так, типа для подружек, либо для себя, может быть, делаете. Вот кто-то об этом знает и говорит, восхищается. Восхищается, да, это есть. Так, дети ваши о вас говорят за вашей спиной. Говорят, что вы самая лучшая мама, да, либо самая лучшая бабушка, внуки говорят. Это есть. Слушайте, это так прекрасно, так прекрасно. Вот хвалят вас, что вы что-то вкусненькое делаете, что вы что-то покупаете. Вот. А другие детки стоят, слушают с большими такими глазами и думают, вот бы мне такую маму, да, либо вот бы мне такую бабушку. Но есть. Да, дети не завидуют, дети просто тоже такое хотят. Так, еще. Здесь вот кто-то думает, что вам все досталось через причинное место. Давайте так, чтобы никого не обижать и не говорить плохих слов. Вот прям так и говорят, что все, что у нее есть, пришло к ней через причинное место. Хотя это неправда, абсолютно неправда. Все, что у вас есть, потом и кровью вами добыто. Это ужасно. Да? Это ужасно, то, как вы это все добывали. Сколько вы пережили ужасного, чтобы все это у вас было. Даже не у вас, а у вашей семьи, у ваших детей. Вот, кто об этом говорит? Говорят, вот, кто помоложе и кто прям совсем поглупее. Такие, знаете, амебы, да, одноклеточные. Вот кто об этом говорит. Завидуют, опять же, завидуют очень сильно. Так, еще почему-то кто-то из ваших близких родственников жалуется на вас постоянно, что вы чем-то не делитесь. Почему-то человек считает, мне вообще идет мужская энергетика. Брат, двоюродный брат, может быть, кто еще может быть, да, вот кто-то по мужской линии, вот по крови с вами связан, по крови, может быть, даже как сводный брат, говорит, что вы чем-то не делитесь, что вы очень жадные, что-то себе вон там прихватили, либо на каких-то там статках живете, на богатстве на своем, и ни с кем не делитесь. Но он то не ядец, тут клейма нигде ставит, то не ядец. Ничего сам не хочет в жизни делать, а вот лишь бы за чужой счет. Видно, вы этому человеку в свое время помогали, потом прикрыли эту лавочку, да, помощи. Вот. И теперь вот он ходит, жалуется на вас, что вы вот жадная, там все прихватили, захватили, ни с кем не делитесь. А вы ведь одна семья, да, одна кровь, как же так, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Кстати, тут обратите внимание, этот человек, он немножечко какой-то неблагополучный. Вы меня извините, я понимаю, что это ваш родственник, тем более кровный родственник, но какой-то он неблагополучный. Здесь на почве вот этой обиды, которую человек сам себе придумал на пустом месте, он даже может и
нагрубить, нахамить, либо даже, ладно, пусть это, конечно, в песке останется, да, но имейте это в виду. Либо как-то надо решить с ним этот вопрос раз и навсегда, либо прям поменьше общаться и поменьше его допускать в свой дом, в свою семью. Вот прям как назло что-то может сделать, знаете, специально назло сделать. Так, и еще что о вас говорят. Говорят, что вы по-настоящему дружить умеете. Дружить. И здесь человек об этом говорит, тот, кто уже не является вашим другом. Вы то ли расстались, то ли рассорились, то ли жизнь развела. Но вот вы вместе очень так плотно дружили в свое время. И сейчас этот человек о вас очень часто рассказывает, как вспоминает, да, вспоминает о том, что было. И говорит, сейчас я уже никогда не найду такую подругу. Да, никогда в моей жизни больше не будет такого настоящего друга, ну, как вы были. Но здесь как-то с сожалением, с жалостью, ну, все-таки хорошее, да, хорошее говорят. Так, кстати, кто-то вас в лени еще обвиняет, что вы, дескать, ленивая, но при этом у вас все есть. Ага, понятно. Девочки, кто замужем? Кто замужем? У кого муж есть? Ну-ка, признавайте. Знаете, что он вас обвиняет? Что вы ленивая. Говорит, что вы его заставляете всю домашнюю работу делать. Что он у вас как Золушка, да, с утра до ночи. И посуду моет, и стирает, и гладит, и готовит, и, я не знаю, там, вышивает крестиком. Все делает, все делает. Вот кому-то он прям постоянно рассказывает, каким-то мужикам рассказывает. Говорит, она у меня такая, она меня все заставляет, не пускает меня к вам, мужики. Да? Ну, конечно, он привирает, и я вижу, что это неправда, но он это делает. Знаете, он это делает, кстати, не первый день. Да, у него такая какая-то тактика, то ли жалость к себе пробуждает, то ли ему нужно, чтобы его пожалели. В общем, я вас предупредила, девочки, пожалейте его, да, чтобы он больше о вас такие гадости не говорил. Так, ну, мудрость опять ваша выходит. Саламандру прорисовали с вашей стороны. Вы очень мудрый человек. Вообще ваши высказывания, их можно просто вот записывать как цитаты и издавать. Да, эти книги, поверьте, они будут очень популярны. У вас какая-то невероятная смекалка житейская, плюс у вас какой-то уникальный юмор, вот такой, знаете, четкий, жизненный, еще и жизнеутверждающий. У кого-то прям талант к этому из вас, девчонки. И смотрите, очень многие люди, кто вас критикует, они же все пользуются вашими словами, вашими цитатами, вашими высказываниями. Да-да-да, поверьте, так оно и есть. Тут же вас, смотрите, хаят, и тут же вашими словами пользуются. Да. Кстати, многие из вас пример берут. Да, берут пример. Ругают, но берут пример и делают точно так же, как и вы. В надежде добиться таких же результатов, как и вы. Только глупеньким невдомек, что вы — это вы уникальность. Да, повторяй, не повторяй, но вами никто стать не сможет. Вообще мне вы идете как такая прекрасная белая птица, которая, ну вот как не в своей стае оказалась. Да, вы среди каких-то мелких черных птиц, таких противных, назойливых и громко кричащих, почем зря, глупых, они друг друга клюют и вас клюют. Но вот не в своей стае вы летаете. У вас, кстати, тоже, возможно, такое ощущение было, да, что не своей жизнью живете, не в том месте, не в то время. Но видите как? Вы должны получить этот опыт, и вы его получаете. Да, вот этот жизненный урок, в котором вы сейчас находитесь, который вы проживаете, вы очень успешно проживаете. И я хочу вас предупредить, что буквально к концу этого года ваша жизнь очень круто поменяется. У вас меняется окружение, причем практически целиком и полностью. Останутся только вот прям самые-самые близкие ваши люди, самые любимые и близкие. Вот, а все остальное поменяется. Не иначе, как переедете. Кто-то переедет в другое место жить, в более благополучное место с более адекватными, нормальными, дружелюбными людьми. А кто-то вообще переедет далеко, в другой, не знаю, город, в другую страну, на другой континент, и там заживет абсолютно новой жизнью. Жизнью, которая будет гораздо лучше, чем то, что происходит сейчас. Да, здесь очень крутой знак перемен, вы возвышаетесь. Наконец-таки прекрасная белая птица
полетит туда, где ее стая, где такие же, как она, добрые, позитивные люди, которые умеют жить и любят жить, которые не завидуют, которые преисполнены разума, доброты и нравственности. Вот туда вы полетите, моя хорошая. И это будет уже до конца этого года. Окружение прям меняется целиком и полностью. А эти птицы, пусть они там черные, в своих гнездах долбутся, да друг друга долбут. Такая у них судьба, а у вас судьба другая. Очень, кстати, светлая и позитивная. Видите вот эту куриную лапку в самом венце с левой стороны? Это та магия, в которой вас обвиняют. Вы действительно обладаете магией. Она у вас в крови, мои хорошие. Ох, уникальный вы человек. Энергетика такая уникальная пошла. Мои милые, ни на кого не обращайте внимания. Сделайте себе оберег, либо приобретите оберег и носите его с собой. Нет у вас, как говорится, сил, возможностей, места, где вы можете приобрести обычную булавочку, обычную, самую обычную булавочку, прикалывайте к своей одежде с тыльной стороны, головкой вверх. Пусть она вам служит защитным щитом, да, от всякого негатива. А самый лучший способ и метод — это написать своей рукой на чистом листочке бумаги 90-й псалом. Сложить его и носить всегда с собой. Очень хорошо работает. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.